Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня я хотел рассказать про ночь Шаабан, потому что мимолетно нельзя проходить такие ночи, как в хадисах. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна фи айями дахрикум ланафахат». Поистине у Аллаха есть для вас в ваших днях такие дни, которые Аллах вам открывает ворота милости. Аллах всегда открывает, но однако иногда Аллах всем вот так закрывает как будто глаза, прощает всех. Наступит эта ночь очень скоро. Когда? Завтра, суббота вечером, это будет лайлатун нисф Шаабан. Это середина, ночь месяца Шаабан. Пророк, алейхиссалату вассалам, об этом в хадисе и сказал. Мы знаем, есть месяцы, когда говорят месяц Рамадан, потом лайлатул кадр, когда день Арафа, когда отмечает какой-то день, именно ночь даже отмечает, Аллаху Та'ала просто так не отмечает это. Пророк, алейхиссалату вассалам, в эти ночи усердно молился и просил Аллаха прощения. И говорил, Аиша, когда удивилась, спросила, вот пророк, алейхиссалату вассалам, говорит жене Аише: «О, Аиша, ты знаешь сегодня, какой ночь наступил? Сегодня ночь такой, говорит, что Аллах прощает всех, говорит». Там был Баникаль, какой-то народ, у них много барашков было. Среди арабов они известны были, что у них много баранов. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: в эту ночь Аллах прощает людей, столько волосинки у этих баранов у них, столько же прощает. Это даже не ограничение, Аллах, братья. Это просто пророк, алейхиссалату вассалам, хочет сказать, даже барашки волос не хватит, если Аллах захочет прощать. Это настолько много количества людей Аллах прощает. И сказал, исключил пророк, алейхиссалату вассалам, среди этих людей некоторых людей, что Аллах их не прощает. Поэтому мы должны внимательно, кто не успел, поспешить, к чему пророк, алейхиссалату вассалам, нас призывал, пока не наступил эта ночь. Вам расскажу хадис, который переводится от Байхаки, ан Расулиллах, саллаллаху алейхи вассалям, от хадиса Аиша, радийаллаху анха. Пророк, алейхиссалату вассалам, сам говорит: «Атани Джибриль». С небес наилучший сами среди малайков, лучший малайк приходит, кто? Джабраил, алейхиссалату вассалам, в ночь Шаабана. Это в субботу ночью будет. И он сказал, говорит: «Хадихи лайлатун нисфи мин Шаабан». Это сегодня ночь, середина Шаабана. «Я'тиқуллаху фиха минан нар». Аллах освобождает этот день от ада бикадари ша'ри ганами бани кальб. Как мы сказали, сколько волосинки народа Бани Кальб, баранов, то есть. Это первая новость от Джабраила, алейхиссалам. Потом он сказал, это кто-то может сказать, именно, наверное, это тот ночь был, когда Джабраил, алейхиссалам, пришел. Нет, это касается всех ночей в течение наших жизней. Кама анна шаура ганам кальбиля Бани Кальб ла тухса. И Аллах, вала яндуруллаху фиха. И Аллах не смотрит в эту ночь. Даже Аллах не смотрит, откуда прощать. Как вам бывает, что вы пошли кого-то просить прощения, он даже не хочет слушать. Настолько вы перед ним не имеете какую-то цену. Аллах даже не смотрит на тех людей. Или мушрик, многобожнику, который призывает помимо Аллаха идолов или подобие джиннов. Или же раньше нету шейхов. Есть люди, которые по ошибке идут шейхам, говорят: «О, шейх, прости мои грехи». Шейхи не прощают грехи. Шейхи, как обычные люди, они могут просто за вас дуа делать. Как сахаби друг за друга делали дуа. Как Аби Хурайра однажды пошел к пророку, алейхиссалату вассалам, и сказал: «Я Расулаллах, моя мать неверующая. Делай дуа, чтобы моя мать приняла ислам». Сподвижник пророка говорит. Пророк, алейхиссалату вассалам, не сказал: «Ну что ты ко мне пришел просить? Иди проси Аллаха». Конечно, он просит Аллаха, но однако надеется, что пророка дуа наибольший, надежнее, что Аллах больше ответит. И пророк, алейхиссалату вассалам, поднял руку и сказал: «О Аллах, наставь на истинный путь мать Аби Хурайрата».
Абу Хурайрат не успел домой пойти. Хотел домой зайти, мать говорит: подожди, не заходи, говорит. И потом она через некоторое время вышла и сказала: ашхаду алла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Оказывается, это время она искупалась, чтобы произнести шахада алла иляха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах. Мы видим, как быстро пророку Аллаху Та'ала ответил дуа. Есть среди молодежи, которые говорят: Аллах же в Коране говорит: скажи моим рабам, я близок к ним. Я отвечаю дуа. Это хадис, это аят. Разве сахабы не понимали? Аллахи понимали, лучше нас понимали. Они просто знали, где больше надежда, что Аллах ответит. Также больше надежда, вот ночь Шаабана, вот, которая на днях придет. Надежда больше, что Аллах нас простит в общем потоке. Есть надежда больше, что Аллах нас простит, когда мы находимся в местности Арафа, когда мы находимся в местности мечеть. Одно с одним путать не надо. Толковать Коран, аят не каждый имеет правильно. И не имеет права на это. Это Аллах и ему адскими наказаниями. Есть хадисы, которые Аллаху Та'ала и пророк сказал про них. Когда хадис даже вот, нельзя говорить, не зная, это хадис от пророка или нет, как может человек Коран, аят толковать неправильно? Аллах сам повелел: «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун». Если вы не разбираетесь в чем-то, спросите знающих людей. Аллах не сказал: все, Коран для всех доступно. Да, он может обратно сказать: нет, Аллах сказал в Коране, что я облегчил Коран, кто хочет опомниться, очнуться. Облегчил не в том смысле, что всем это так просто доступно. Иначе зачем нам были столько библиотеки, кроме Корана, у нас такие мечети можно полные делать с книгами ислама. Аллах облегчил для тех людей, которые изучают ислам с начала до конца. Вначале хоть трудно, потом Аллах Та'ала открывает. Это смысл. Облегчил, кто хочет читать. Хадис пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: «Май юридиллаху би хайран», кому Аллах захочет добро, и факиху фиддин, ему даст понимать в религии. Человеку, который говорит эти слова, что религия настолько просто, да, все понятно, все доступно, Аллах, он глубоко заблуждается. Религия непростая вещь. Кто, изучая сам медицинские книги, и пойдет и скажет людям: я операцию всем делаю, кто пойдет ему? Где гарантия, что ты знаешь? Где гарантия, что тебе можно доверять? Скажешь: давай отдыхай. Я пойду тому человеку, который в этом вопросе конкретно углублялись. Вопрос смерти и жизни, который касается его здоровья, он не пойдет кому попало. А вопрос религии, который вечно, он или в раю, или в аду, он может спросить кого угодно. Религия не так просто. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Инна хаза дин» — это религия, лахмука ва даммука, твоя кровь и мясо. Смотрите вы, от кого эту религию получаете. В остальных вещах, дуньяле, можно у кого человека есть информация, возьми, имеешь право взять информацию и посмотреть. Религии нет. Религия это дошло до нас от таких людей, чистых, доверенных, которые никогда не продаются и ни за что не заменят свою религию. От таких людей пришло. Поэтому выбирайте для себя. Алхамдулилlah, есть на это выбор, большой сейчас выбор. Кто говорит, в интернете ильму нельзя взять? Нет, Аллахи можно. Почему? Это глупость. В интернете сейчас, как я тебя вижу, могу видеть людей таких, которые признаны в мире. Как можно сказать: в интернете не получайте знать? Это сельские, неправильные, остальные люди говорят. Весь дунья интернетом пользуется. И видно бывает в комментариях, какой алим. Можно потом, раз ты не умеешь разбираться, скажи: вот этот алим мне понравился, как он рассказывает. Иди, кому ты доверяешь рядом, чтобы он анализ сделал, как знает, и тебе выявлял его где-то, какие ошибки, настолько он опасный или нет. Недавно в Ираке была война. Какая война была? Один от имени Абу Бакр себя назвал как халифа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и призвал людей всех на войну. Вот эта фитна сколько продолжалась. Никто не знал, какое произношение, вот, род этого человека, где он учился, кто
Кто его шейх? Никто не знал. Слепо все, халифа. Он говорит, идемте к Аллаху, и все пошли. Нет, религия так нельзя. Вы имеете право изучать историю и спросить у него. Дай Аллах нам не пропустить такие ночи, как Шаабан вечер. Раз пророк, алейхиссалату вассалам, Аллах простил его все грехи, прошедшие и будущие. Он настолько усердно просит у Аллаха и говорит, не прощает многобожников, и кто постоянно пьет вино и продолжает пить, и не намерен он оставить этот грех, он не прощается. Хоть эту ночь он не пил, он все-таки он считается, что пьющий человек, потому что он в сердце не намерен покаяться. Также Аллах не прощает. Сравнил с этими многобожниками пьющего человека и также того человека, который ссорится с братьями. Когда мусульмане братьями так ссорятся, а когда ссорятся родными родителями, братьями, женами, детьми, никто не может с ним ладить отношения. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, не из нас тот, который с людьми не может нормальный общий язык найти, и люди не могут с ним найти общий язык. Так сказал пророк, алейхиссалату вассалам. И кто усердно продолжает вот так, не кается в эту ночь, до этой ночи не будет готовиться, Аллах этого человека тоже не прощает. Неужели этот человек, который из-за какой-то там участки 10 соток или какой-то там 10 тысяч поспорил, стоит лишить тебя блага этого ночи? Аллахи не стоит копейки тоже. Хоть миллионы не стоит, братья, Аллахи не стоит. Мы не говорим, когда надо мириться с братьями, это значит, ты обнимать там руки, ноги, целовать того человека, который притеснял тебя. Нет, этому ислам не призывает. Аллах даже говорит, кто бил тебя одну щечку, ты имеешь право бить другую. Но не переходи границы. Если он не дал твой хак, сабр делай, уповайся на Аллаха. Если он убил твоего сына, ты тоже не убиваешь. Без причины. Если есть на это довод, то ты имеешь право убивать, ты можешь убивать. Ислам хочет, чтобы все мусульмане были, сердца у них чистые. Что нам остается? Просто не можешь никак этим человеком ладить отношения. Хоть он брат, просто когда видишься, скажи ассаламу алейкум ва рахматуллах. Он тоже ва алейкум. Неужели столько трудно? Сейчас, алхамдулилля, можем сообщение отправить. Тоже пророк, алейхиссалату вассалам, когда отправлял правителям, он письмо писал. Это тоже, если он алейкум ассалам, да, ахля вассалям, добро пожаловать, любое время. Вдруг что-то он попросит, делай это такое дело. Можешь, делай, не можешь, не делай. Вот это нам дает понять, что мы родственные узы держим или нет. И также мусульманами ссоримся или не ссоримся. Из-за какой-то мелочи. Все грехи, которые мы накопили в течение года, мы хотим, чтобы Аллах простил нас. Неужели мы не можем того человека, который ссорится, простить ради Аллаха? Если Аллах на секунду скажет, его будем ставить, или простишь, Аллах 100 тысяч раз будешь простить этого человека. Потому что ты боишься ада. Если кто-то тебе скажет, сколько он тебе должен, 10 тысяч, 100 тысяч, скажешь, брат, просто оставь, не ссориться, не дери с ним. Я тебе дам дважды больше. Ты же не будешь с ним ссориться. Это вопрос деньги, значит, тогда. Ну, Аллах тебе говорит, не 200 тысяч, я тебе обещаю в раю крепость. Оставь этого человека. Раз не дает, сабр делай. Убивать же нельзя за этого. И вечно аду гореть. Не стоит, братья. Надо просто задуматься над этими словами. Также Аллах не прощает тех людей, которые сура, человека картину делает рукой вот так. Или вот так, как это, памятники делает. Их тоже Аллаху Та'ала не прощает. Я даже забыл, о чем это. Есть еще вид, уже 4 я рассказал. Я рассказал. Поэтому, братья, есть люди, которые не получается с ними связь делать, хотя бы в сердце намерение делайте, кто не успеет. Иншаллах, я как увижу, как будет первый момент, шанс этим человеком увидеться или отправить сообщение, намерение сердца делайте, иншаллах, это тоже как бы начало будет считаться. Во-вторых, дорогие братья, много распространено сейчас по WhatsApp. Ночь Шаабан, надо столько ракат, намаз делать, сколько это читать, 170 раз это читать. Это все недостоверно, братья. А если нас спросят, что хорошо читать, что нехорошо, мы, конечно, говорим, самые лучшие азкари пророка. Тахаджуд делай, Кур'ан читай. Читай субханаллах ва бихамди, субханаллах азим ва бихамди. Но однако мы не говорим, что пророк говорил, читай это, делай это.
Это ложь будет в адрес пророка, алейхиссалату вассалам. А кто не успел читать, он будет все время внутри кипеть. Я не успел завершить то, что было там написано, там у него там целый список, сказали, вот эту ночь надо все читать. Столько рака. Пророк милосердный, кто как может, оживит эту ночь. Кто читает Ясин, 3 раза Ясин читает. Есть такой, алими сказали. Но в хадисе пророк не сказал, Ясин читайте в ночь именно Шаабан. Но однако он сказал, читайте Ясин для всей намерения. Для всего читайте Ясин. Если голодный человек читает Ясин, Аллах даст ему, он сытым сделает. Если жаждет водой, читает Ясин с намерением, чтобы жажда ушла, Аллах его жажда уберет, говорит. Поэтому, кто имеет, опираясь на это хадисе, просто читать будет эту ночь, раз благородная ночь, как благодатная ночь, будет читать, никто не имеет запрещать. Он не говорит, пророк говорил. Я надеюсь на это хадисе, опираясь, делай это, оживляй ночь. Если говорят, пророк в мечетях не оживлял эти ночи. Почему вы оживляете эту ночь в мечети? Потому что мы знаем в наше время много людей, много чего отвлекает нас. Телефон, телевизор и так далее. Поэтому мы говорим, соберитесь. Хотя бы вот так объединитесь и против шайтана вставать, вам друг другу вы будете поддержка. Потому что есть в хадисе много пророка, алейхиссалату вассалам, когда люди, какое-то количество собираются в одном месте, им Аллах много баракат посылает. Поэтому надеюсь на это баракат. Не утверждаем, что пророк именно так сказал. Пророк много чего оставлял, просто вот так оставлял, чтобы людям слишком вот так не надавить. Даже сивак элементарный, он сказал, если я не боялся бы, что это будет обязан, я вам повелел бы каждый намаз сивак использовать. Даже он сказал, я повелел бы, как фарз сделал бы. Но поэтому у всех не получается, обязательно он не поставил. Но однако дал понять, кто разумно понимает, сивак пользовать во всех временах, в намазе и перед сном, везде это желательно. Если он будет постоянно вот так будет делать, какой грех? Раз он просто не утверждает, что именно пророк так надо, обязал скажет, он уже будет ошибся. Он ошибается. Поэтому, иншаллах, ночь настолько важная ночь, долго тоже стоит об этом говорить, еще долго много хадисов, как пророк сужда, просил, плакал. Надеюсь, с этого вы поймете, что надо чистое сердце очистить. И это подготовка месяца Рамазан. Пусть Аллах нам даст баракат в остальные дни месяца Шаабан. И как мы знаем, ураза желательно понедельник, четверг. И хотя бы у вас не получается оживлять эти ночи, именно эту ночь, субботу ночью и утренний намаз фаджр, постарайтесь джамааты совершать. Это считается, как будто он оживил весь ночь. Хотя бы вот так. Дай Аллах мне и вам баракат в этих словах, что мы очнулись и следовали пути пророка, алейхиссалату вассалам. Вот кого Аллах не прощает, просто так коротко посчитаю, чтобы из них, чтобы вы и я, иншаллах, не дай Аллах, чтобы были. Первый. Мудмин хамр, кто постоянно пьет, после как мушрика. Валя акуль валидайхи, также кто с родителями, ослушается родителей. Валя мусирун аля риба, также кто занимается процентами над этим харам делом. И также кто зина. Зина все знаете, прелюбодеяние. Валя мусарим, также кто прекращал отношения с братьями. Валя мусавир, кто тот, который людей образом фоткают. Валя каттат, и также сплетники, который смуту распространяет. Аллах хочет лечить их, а они хуже делают. Аллах хочет простить. Допустим, я здесь хочу лечить людей, один мне здесь вирусу кидает здесь. Аллах как будет злиться на них? Аллах прощает всех, кто все простили. Пусть Аллах нас простит эту ночь и остальные дни, и каждый час, и за каждый секунд. Амин, амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب